Сквозной проезд автомобилей через двор жилого дома запрещен. Об этом гласят правила дорожного движения. Однако жильцы некоторых многоэтажек лишь на букву закона не рассчитывают. Страхуют себя дополнительно установленными дорожными знаками и шлагбаумами. Насколько правомерны такие действия, узнала Наталья Гармашова. Вот здесь вот закрыли проезд вот в этом дворе, и все стали ездить через наш. Жители стали жаловаться, что, говорит, сильно движение стало большое, детей страшно выпускать, что вот, такая ситуация. А между тем сквозные проезды через дворы с целью сократить расстояние запрещены. За это предусмотрен штраф 500 рублей. Сумма небольшая, да и нужно еще успеть зафиксировать нарушение. Жильцы пятиэтажки по Советской 125 решили, надо искать дополнительные пути собственной защиты от машин. Из торца дома, где был выезд на улицу Хакасскую, установили забор. Причем о нем честно предупредили знаком «Тупик» автомобилистов, которые по старинке решат прорваться через их двор. Все действия люди проводили по согласованию со своей управляющей компанией, и, как отметили в ГИБДД, нарушений здесь нет. В соответствии со статьями 36 и 44 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники жилья на общем собрании могут организовать себе дорожные знаки, также могут установить дорожные неровности и шлагбаумы. В компетенцию госавтоинспекции не входит согласование этих дорожных знаков. Однако существуют еще и правила противопожарного режима. О них забывать нельзя, тем более их нарушение грозит уже солидными взысканиями. До 3000 рублей гражданам, до 15 000 должностным и 200 000 юридическим лицам. Это вовсе не значит, что выписывают штраф за любую смонтированную во дворе преграду. В каждом конкретном случае надзорники разбираются индивидуально. Тем не менее, в заборе, установленном у дома по Советской 125, нарушение выявили, ЖЭУ-2 выдали предостережение. До 1 августа устранить ограничения для проезда пожарных машин. Сегодня мы приспособление приготовили, которое будет не ограничивать проезд пожарных машин. По высоте и по межколесному интервалу она проходит. Более мелкий транспорт уже не пройдет? Да, уже легковой и иномарки грузовые, они уже не проходят. Металлические ограничители уже покрыли яркой краской, чтобы виден был издалека, и до конца этой недели его установят вместо забора. Фото отправят в Госпошнадзор и в администрацию города. Кстати, в последней уже посчитали задумку ЖЭУ-2 интересной, и если барьер будет одобрен, то его смогут устанавливать и в других дворах, как, например, в этом по Ленина 64. Жильцы от безысходности водрузили здесь знак «Проезд запрещен». А у трехэтажки по Вяткина 23, прилегающей к ней гостиницы, с обеих сторон появились шлагбаумы. Въехать во двор беспрепятственно теперь могут только те водители, которые имеют ключ от преграды. Остальным, в том числе и спецтранспорту, свободный доступ к подъездам закрыт. О правомерности введенных порядков судить уже надзорным структурам. Наталья Гармашова, Игорь Брюханов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.